Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир. Меня зовут Виталий Тироун. И из интересного сегодня у нас празднует, весь мир празднует День океанов. Но я хочу от тебя лично поздравить всех социальных работников нашей республики с вашим профессиональным праздником. Потому как вся Россия сегодня празднует День социального работника. Между прочим, сегодня уже 8 июня, четверг. Ну, сегодня мы будем говорить по поводу художественной росписи по посуде. И, дорогой телезритель, у меня к вам просьба. Вспомните два самых известных вида росписи по посуде, которые вы знаете. Я даю вам на это буквально 3 секунды. 1, 2, 3. Итак, первый художественный вид художественной росписи по посуде, который приходит, ну, это же, конечно же, гжель. Здесь она у меня должна сейчас появиться. Где-то вот здесь. Ну а второй вид художественной росписи – это хохлома. И у меня возникает такой вопрос. А в каком стиле разрисовывают нашу национальную посуду? Ответят на этот вопрос, ну и, конечно же, покажут мастер-класс мастера по художественной росписи по посуде. Это Стручков Афанасий и Иванова Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы сегодня будете показывать мастер-класс по художественной росписи по посуде, но перед этим расскажите, пожалуйста. Вот у нас близится эсэх, как мы знаем, и во время эсэха вы дарите посуду, которую вы сами разрисовали? Да, бывает, дарю, там, по поводу день рождения, допустим, маме подарила кружку с сарданы, которую я сама нарисовала. Ну, очень удобно. Наши телезрители тоже могут сделать такую, ну, как художественную роспись, не имея, допустим, печи, которая должна разогреться до 800 Да, это градусов. легко. Вот сейчас в художественных магазинах, в лавках для художников, есть очень много разных красок, такие, которые не требуют обжига. Акрил в основном. И это все можно в быту легко сделать. Хорошо. Ну, а мы как будем сегодня действовать? Чем мы будем сегодня заниматься? Сегодня мы будем красить специальными надглазурными красками. Вот такой упаковке. Надглазурная краска. Надглазурная, да. У нас фарфоровая посуда снаружи покрыта глазурью, и на него будем наносить краски. Эта краска обжигается при 700 градусов, и только после этого мы можем его вот так вот трогать, чтобы она не стерлась. У нас синяя краска, я так думаю, что мы будем рисовать в стиле гжель, да? Да, мы будем примерно повторять стиль гжель. Но мы будем якутские орнаменты рисовать. Да, да. А какой это якутский орнамент? Это что? Якутские орнаменты — это, ну, узоры такие, Какие? похожие на сардану. Также вот на харсхалах, в оберегах используются вот якутские орнаменты тоже у нас. Они бывают геометрические, бывают растительные, и бывают такие, как обереги, которые уже несут сакральную информацию. Сакральную информацию? Да, очень древнюю. Это какую? Это, ну вот, обереги, вот, например, вот самый наш такой оберег, тут даже сегодня в эфире я видел на ведущем, он был тут. Это называется отхарах. Это самый мощнейший наш оберег. Я думаю, мы можем его нарисовать, допустим, на нашей посуде сегодня, да? Да, легко. Да. Хорошо. Итак, с чего мы начнем? Начнем сначала с, вот, я уже подготовила краску синюю, вот, которая повторяет гжель. И берем кисточки. Любую? Любую, да. Хорошо, берем кисточку. Здесь у меня скипидар, а это масло, которое выпарено из скипидара. А вы давно вообще занимаетесь росписью по посуде? На самом деле только год. Сначала я вот в школе начала там немножко рисовать, это было мое хобби, просто рисовать на бумаге. Вот. Потом я отучилась, пришла в Якутск и поняла, что я хочу заниматься творчеством. И вот как раз-таки появилась вакансия в Камельке, и нашла работу и... А вы, Афанасий? У меня такая же схожая история. У меня художественное образование специальное, и я так тоже был где только можно, живопись, там, даже керамикой тоже занимался давно. И сейчас по воле, ну, сейчас я художник сейчас. Ага, понятно. Так, вот мы уже приготовили краску. Что делаем дальше? Вводим кисточку. Сначала обмакните в скипидар. Скипидар. Немножечко, да. А что такое скипидар, честно говоря? Я далек от художества. Скипидар — это растворитель. Растворитель. Он настоящий, природного происхождения. Чуть-чуть. И им разбавляют краски. Она не должна быть слишком мокрая. Хорошо. Вводим краску. Чуть-чуть. Тоже буквально. И давайте сразу покажите мне, начинаем. какой, допустим, как вы сказали, оберег? Утхарах. Утхарах. Как он выглядит? В переводе он
Ну, он выглядит как 5 ромбиков. 5 ромбиков. Так, лучше покажите мне. Да, вот я на камеру покажу. Хорошо, держите, не двигайте. 5. Начну с одного Вот. ромбика. Да, это в центре. Чувствую я. Так, хорошо. И от Мгм, него будут сделал. отходить как бы ромбики лучи. Ромбики лучи. Да, вот так вот. И сколько нужно? Вот у нас такая ручная роспись, поэтому здесь можно в свободной манере уже Мгм. держать и Да. кисть, и это. Вся прелесть ручной росписи в том, что... Тут видна рука художника. Да. А, то есть какие-то небольшие недочеты. Да, это не страшно. Это как раз таки подоказывает то, что это ручная работа. Мгм. Моя работа супер ручная будет. Вот, это мощнейший оберег. А внутри вы сделали кружочки. Это Ну, это обязательно для оберега? не Или это обязательно. уже ваше? Это просто Допустим, мое. вот Юлия сделала Да. полностью закрашенные. И здесь вот Да. очень хорошо передано то, что фактура, то, что Можете это сделано, показать на нанесено камеру? кистью. Видно. Мгм. Вот здесь тоже очень характерно. Хорошо. А я могу еще чего-нибудь добавить здесь? Допустим, не знаю, треугольник, Можете. если я добавлю в квадратик. Ну да. Хорошо. Ну да. Я сделаю ромбик в ромбике. А еще, вот вы сказали, вот харах есть, оберег, да? Мгм. Еще какие есть Есть, национальные у есть нас? лировидные. Какие? Лировидные. Лировидные. От Это слова, мы тоже от слова сейчас. лира. Слово лира. Лира — это музыкальный инструмент. Мгм. Вот я даже сейчас покажу. Давайте. Так, вот у меня вот харах. Так, То же самое, только лира видно. более красочно. Видите? Можете показать мне и телезрителям, что вы делаете? О, это будет Лировидный сложнее. это имеется в виду, ну, он такой симметричный. Здесь будет такая симметрия. Похоже на голубя, если честно. Вот так. И это похоже на бутон цветка, допустим. Мгм. Вот такие ассоциации у меня сразу возникают. У других не знаю как. Вы, получается, уже к желю более года занимаетесь, да? А история к желе, вы изучали ее? Куда она к нам пришла? Да. Это очень такая интересная. Ну, это Китай. Мгм. И, ну, как мы все знаем, Китай родина фарфора. И, Ну, в Китае начали посуду расписывать. Мгм. Вот, родина фарфора. и техника это там зарядилась. Вот это. Простите. Кобальт, такой синий кобальт, это же. А вот, кстати, самое начало, да, вот, а потом европейцы начали его повторять, да? Да, попала, Ага, из Китая попала в Англию, И только и Англия как бы монополизировала, да? Монополизировала рынок Да, фарфора или... да, фарфора, Ага. и не только фарфора, всего. Там А- были даже опиумные войны, фарфоровые войны. Немножко Да, истории. это уже такой драматические всякие, да, эти уже идут. Хорошо, я, наверное, даже не буду пытаться нарисовать... Ну, это у меня вроде вышло. А, я понял, о чем вы. Да, вот. Точно. Этот орнамент очень знаком нашим телезрителям. Можете еще раз показать. Я сейчас попробую повторить его. Итак, как его сделать, допустим, неопытной рукой? Ну, возьмите вот как, наверное, вот отсюда и проведите. Лучше начать снизу. Да. Снизу наверх, так двойку как будто рисую. Мгм. Хорошо. Рисую, иду наверх. У меня немножко заморалось. Вот я половину сделал. Так, и сейчас Ну, я ну, сделаю, пока видимо, это- вторую такую же. оберег Ага. примерно такой. Можно еще раз посмотреть? Нет, переверните. Это я видел. Так, и я теперь точно такую же двойку сделаю, но в другую сторону. Мгм. Так, хорошо. И здесь у вас еще что-то, да? Ну, очень часто встречаются ромбики, ромбы. Это для посуды, которая раскрашена в нашем национальном колорите, характерно, да? Да. Почему так Это, вышло? ну, характерно это не только для якутского орнамента. Мгм. А вообще вот все вот это взялось из праиндоевропейской культуры. Вот все Откуда? эти праиндоевропейская. Мгм. И все вот эти вот, например, есть же руны, да, Руны. у нас тоже есть. И, ну, не только у нас, это у всего человечества. Языческие корни. Корни праиндоевропейские. Мгм. Это вот самое такое, самое древнее, ну, как бы с самых таких времен,
Это все оттуда взялось. Хорошо. Мы И- разукрасили... И как бы развелось в разных культурах по-своему. Мгм. И у нас вот, можете видеть, как у нас вот такое. Вот. А как долго сохнет краска перед тем, как ее обжигать? Ну, можно его сразу, по идее, отправлять. Мгм. Не обязательно, чтобы она высыхала. Главное, ничего не трогать, не замазать. Не смазывать ничего, Да, да. да. Потому что она легко стирается, если вот без обжига. Мгм. А вот наши телезрители, которые будут рисовать не такими же красками, а акриловыми, да, Мгм. по-моему, говорили? А Акриловыми. акриловая краска долго засыхает? Ну да, там, ну смотря еще от сорта, ну от самого производителя, Да, там, там надо, в надо инструкции внимательно должно ознакомиться с быть. инструкцией. Обычно там все. Хороший ответ. Так, мы закрасили пока 2 стороны из 4, у нас осталось еще 2. Что мы можем изобразить вот на боках? Сардану можно нарисовать. Как она вот рисуется? мазками. Так, мазочной Чуть-чуть техники. конкретнее. Ага, сейчас покажу. Как раз таки чуть побольше кисточку возьму. То есть надо было почаще обмакать туда, да? Да. Совсем этим не занимаюсь. Так, а вот тут у нас, кстати, что, или мы это не используем никаким образом? Я эту краску уже ввела. Мгм, Можно, хорошо. в принципе, не использовать. Так. Так, скипидар обмакнули, Мгм. взяли на кисточку. И что сейчас будем? Сардан будем рисовать. Да. Как это Начнем делать? с листочков. Да. Так, взять. У меня кисть широкая, поэтому у вас, наверное, поменьше сардана получится. У меня побольше. Какая будет? Я здесь не специалист. Вот, первый лепесток. Так, наверное, я буду показывать. Лучше бы вы, наверное, показывали телезрителям, как это делается. Так. Так, прекрасно. Так и держите. Ай, ладно. Так. Похоже на хвост лисы, который приумножился. Так. Так, надо чуть-чуть потемнее. И вот много ли нужно таких сделать? Ну, лепестков? вот вы пока не Ну, видите вокруг, цветок, да? Я пока не вижу цветок, В честно более говоря. свободной манере. Это роза вышла, да? Дорогие телезрители, я в течение еще, думаю, 2 минут, пока будет рекламная пауза, буду докрашивать сардану. Ну и после рекламы уже покажем, что у нас получилось. Итак. Дорогие телезрители, сардана у меня, к сожалению, совершенно не получилось. Ну вот, зато 2 другие стороны более-менее вышли. Ну и сардану мы стерли специальной волшебной салфеточкой. Как она называется? Обезжиривающей, да? Да. Вау. Практически все. У вас вышла сардана намного лучше, чем у меня она получилась. Так, я, наверное, у вас украду пару идей по поводу, украду, если так можно сказать, по поводу оформления. Так, а вы тоже рисовали... Это роза или сардана? Это Сардана. роза. Это сардана, да? Я- Стилизованная под сардану. Хорошо, давайте я тоже попробую сделать орнамент и закончу все-таки свою работу. Так. Вы можете побольше кисточку взять. Давайте я чтобы возьму, да, это, побольше да, кисточку. чтобы Так, не уберем, листочки. чтобы не мешало. Можете поставить на тот угол? Побольше кисточку. Так, я обмакну скипидар немножко. Размочу ее и сделаем. А откуда вы вообще берете идеи для творчества? С окружающего мира. С окружающего мира? Ну, как раз таки, да, цветочки. Да, вот как раз таки у нас белые ночи как раз скоро начнутся. Вот, А как можно белые источник. ночи изобразить? Ну, к желью? как раз таки я рисовала набор Мгм. для морса. Кувшин с 6 чашами. Мгм. Там был силуэт города такой черный. И на фоне такого ночного неба. Выглядело, наверное, Кстати, замечательно. Так. Все, что угодно можно рисовать на посуде. Все, что душе Мгм. угодно. Итак, на ваш суд, ну, попрошу слишком строго не судить. Для первого раза хорошо. Для первого раза хорошо. Вы Здорово. купите у меня такую посуду? Ну ладно, оставим этот вопрос без ответа. Дорогие телезрители, на этом наша передача заканчивается. Встретимся с вами в это же самое время, в этом же самом месте. Берегите себя и с наступающими праздниками вас!